В далеком царстве, в Дорогинском государстве жила-была я, Милюша, блогер с золотым сердцем и острым языком. И каждый раз мой язык доводил меня до того, что мне приходилось говорить так: мне срочно требуется адвокат. А все началось с обычного похода в чебуречную, где всегда подавали самые вкусные чебуреки, что аж алзан и кингсогасрапторайне. Но этот обычный поход изменил всю мою жизнь. Это сделано из вареного мяса. Ну вот замороженные, когда вы чебуреки жарите, мясо же жарится, правильно? Оно же вареное становится. Это вы вареное мясо прокрутили и сделали из него чебуреки. Да, иду. Идите, мне еще сказали. Я просто в шоке. Из вареного мяса делают чебуреки. Домой я пришла расстроенная. Аузан и кинсугасакмана. Но я никак не ожидала, что после этой истории в дверь моего дома постучится он. Сейчас он написал заявление, надо вас опросить, и потом мы этот материал передаем в Дублинский район, полиции. Что можете пояснить по этому поводу? Можете отказаться от объяснения вообще, ваше право. Как бы она написала на привлечь вас статьей 561. Это статья оскорбления. Никого не оскорбляла же. Я высказала свое мнение, что у них чебуреки из вареного мяса. Разве бывают чебуреки из вареного мяса? Нет, конечно. Прикиньте, вы едите чебуреки из вареного мяса. Там сока нету никакого. Высказала свое мнение, что вот чебуреки из вареного мяса, сказала. А магазин я не показывала. Разве видите, что я там показываю магазин? Я специально даже голову увеличила свою, чтобы название нигде не было видно, что за магазин. Я же не дурак. Господи, какой позор. Со слов гражданки, я же не дурак. У них действительно раньше очень вкусные чебуреки были. Мне срочно требуется адвокат. Итак, дорогие друзья, я же вам говорила, что на меня хотят подать в суд из-за чебуреков. Вот то, что я вам говорила, то и случилось. На меня накатали жалобу из-за чебуреков. Помните историю? Я снимала ее в одной деревне, где я зашла в чебуречную, где раньше готовили очень вкусные, сочные, офигительные чебуреки. Много лет их готовили очень вкусно. В этом году, когда я зашла за чебуреками, думаю, сейчас поем эти вкусные чебуречки, сочные, вкусные. Но, как оказалось, их начали готовить из вареного мяса. Не знаю, может быть, в тот день они приготовили из вареного мяса. Может быть, я попала именно в тот день, в ту смену, когда, может быть, повара такие решили: ай, давай-ка на этот раз приготовим чебуреки из вареного мяса. Ну вы когда-нибудь ели Чебуреки из вареного мяса. Ели? Может быть, и ели. А я не ела чебуреки из вареного мяса и считаю, что... Чебуреки не должны быть из вареного мяса. Ну, я и высказала свое мнение. Я говорю, какого черта? Ну, я так и не сказала, конечно. Я сказала: а что это у вас чебуреки из вареного мяса? Они мне такие... Ну когда же их жаришь, они же свариваются. Говорит, поэтому они и получаются из вареного мяса. Они мне так говорят. Я говорю, да что вы говорите? Вы думаете, я не могу отличить, там сырой фарш был или Вареное мясо. Ну и так вот перепалка. И я вот это все сняла, свое возмущение сняла, что как так вот готовят. Чебуреки из вареного мяса. Не показывала адрес, название, не называла человека, который владеет этим кафе. Ну и вот выложила. И потом, представляете, начал мне звонить этот вот человек, владелец кафе, крупный фермер. Начал мне даже, честно говоря, почти что угрожать. Сейчас слова надо, конечно, взвешивать. Я, говорит, на вас управу найду. Вы, говорит, там обнаглевшие морды, вы, говорит, что там себе позволяете? Я, говорит, найду на вас управу. Вот так как начал орать, короче, на меня. Орет и орет, орет и орет. Ну и все, я ему нормально говорю. Но я говорю, вы, может, проверите своих девчонок-поваров, говорю. Может, вы вообще сами не в курсе, что они готовят из вареного мяса? Он говорит, нет, я уверен в своих девчонок-поварих. Короче говоря, такая история. Вот сейчас приходил участковый и взял у меня объяснительную, почему я ела чебуреки из вареного мяса. И почему я высказала свое мнение о чебуреках из вареного мяса. Ждем продолжения. Что же будет дальше? А могут меня и засудить из-за чебурек. Ищу юриста, адвоката. Мне срочно требуется адвокат, чтобы защитить мои права по делу о чебуреках.
Итак, мы снова готовим ппшные котлеты. Для ппшных котлетов мы берем брокколи, куриная грудинка. Куриную грудинку пропускаем через это. Оказывается, через блендер очень быстро пропускается. Смотрите, раз-два и все. Ее фарш. Обалдеть, да? Шап, уж это без халала, да? Замороженные. Просто я там ошпарила кипятком и все, достар. Никогда в жизни не подумала, достар. Очень сочные и очень вкусные котлеты получаются. Кстати, мына итке блендердің хәлі етеді, а брокколиға етмей почему-то. Брокколи до такой степени, мына такая масса, вот прямо плотная масса, мына плотнее, чем ит. Представляете, вам мешуға аптыраны. Все, блендер накрылся медным тазом. Шундай аударабыз. Көрдіңіз, мына до такой степени әйдендіре алмай, нық плотный. Зато какой красивый цвет, evet. Сейчас увидите, какие котлетки, какого цвета будут. Вот куб кешель может подумать, ведь, что за фигня какая-то. Вот. Тем более ауыл кешелері. Шундай котлет была мне. Какой-то, блин, яшил улен менен и ит. Какой-то козқолық. Ну, действительно, достар, котлет увидели козқолыққа ұқсаған. Но ол нық сочный, нық дәмлі. Ишлеп қарағат, обязательно әзге ұқшайсы. Ну вот, дорогие друзья, вот это вот, смотрите, вот это бында брокколи, тауық еті, куған можете кушырға тіләһі, можете кушматқа. Шап етіп, ошында еще ике көкей хытал үстіне. Шунан посолим, поперчим. Еще в котлеты добавляем сыр. В прошлый раз я забыла добавить сыр, достар. Можно добавлять, можно не добавлять. Я забыла в прошлый раз добавить. Ну ничего, такой же почти вкус получился у котлет. Вот, через крупную терку я пропускаю. О, смотрите, сколько дохренища сыра. Сюда вот положу. И вот это все. Аж сражаем, да? Там, на, были бебешки, купечки. Оставим тогда. Не надо переживать, что мы грязно сражаем. Умный, вот это все массу. Шап-шоп бутавит. О, красиво, да? Ну, посмотрите, разве это не красота? Это же вообще какой-то, блин, ну, действительно, кусок как шагом. За 100 лет, ну, как будто брал хопка. Но зато котлеты просто бомбические темли. Так. В смысле, я не знаю, мандарин на шагу трахнул. А я не успею. Это котлеты стоят мои. Такая деловая, бляха-муха. Я сказала помочь, а был мандарин на шагу трахнул. Обалдеть, блин. Вот дает. Короче, друзья, вот посмотрите, фарш вот такой вот получился. Густой такой, хорошенький. Сейчас вот мы делим его на кругляшочки и делаем котлеточки. Очень вкусные, очень сочные. Брокколи сочность придает. Я уже показывала этот рецепт. Рецепт полностью на видео, поэтому, пожалуйста, друзья, не спрашивайте, как это делается. Вы говорите, на блевотину похоже. Ну, похоже на Не блевотину. похоже на блевотину. Так, только идем говорит чурмагуду. Вот, видишь, я тебе кругляшки сделала. А, ты же умеешь, что в прошлый раз делала. Быстрее. Помните, я вам рассказывала то, что я ходила на спектакль, где этот Муланан Кульдляр, типа, эшкурям минхины, эшкурям, типа, когда его в кровати застукали с женщиной замужней. И вы знаете, что задумалась? Муланан зависит наше восприятие религии. Ага. Вот нас же с детства учили на то, что мулалар — это добрые дяденьки, которые всегда говорят правильные вещи. Ну да. А знаете, Настя Варанин, мне предложили стать еще одной женой. Мула, которого я видела впервые в жизни. А он старый был, молодой? Ну, средних лет, примерно какой возраст он? 45, ну. Примерно так, да. У меня машина, квартира есть, все хорошо. Прям напрямую это? Да, я. Мен вот Не, так- а он тебя знал? до Нет, этого? не знал. Мен, получается, мәстке индім. Ага. Хараным, типа, можете аят оқып бергәте Ага. Ладно, ответили, и один мула за мной пошел, получается. Ага. Кеттели, аят меня оқып бердили, и мне говорит, хин, дай мне свой номер телефона, ты инда. Ага. Мен хина отправлю аят, чтобы хин атаяна смогла укрыгать меня. Ага. То есть он через это вначале зашел. Ага. Настан сыктым да, он начал расспрашивать, типа, а у тебя есть муж, ты не меня? Ага. А мне же в платке, они думают, что я Ага. покрытая, наверное. А, ты в платке была? Ну, Ага. майстка инкасфана. Ага. И я говорю, нет, может, им просто у меня жены не стало, ты еще одну жену тратили меня. Ага. Я такая, я говорю, если что, я не покрытая, ты именно. Он такой, ну, у тебя же, наверное, есть такие намерения, да, ты именно? Я говорю, Ага. нет, ты именно. Хм. Ну, очень жаль, ты мне очень понравилась. Алянима, ты именно. Я такая, ты именно. Потом,
Сыгы параним, такси жду, стою. Может, тебя довести до дома? Давай довезу тебя до дома, ты меня. Ага, Я говорю, нет, им. То есть он мне специально купил турган, чтобы не вышло, короче, до конца. ага. Чтобы быть шарга. Оказалось то, что это не единичный случай именно в этой мечети, к девушкам вот так вот очень сильно пристают, оказывается. И это Джамулама. Я не знаю, это Джамула или нет, но так слышала, то, что к девочкам очень пристают, и поэтому девочки больше туда не ходят. И какая-то мечеть. А это знаю. Это в Уфе? В Уфе, в Уфе. Офигеть. Вот с детства принято так, то, что мулалар — это добрые А я- дяденьки, которые говорят правильные вещи. И когда вот таким вот образом к тебе, грубо говоря, подкатывает мула, Ага. немного шаткое мнение о религии именно из-за них складывается. Ну да. Это же неправильно так делать. Ну, я не удивлена, мулла же тоже человек, во-первых, во-вторых, он мужчина же все-таки. А что, он не может выразить свою симпатию, что ли, мулла? В первый день сразу предложить замужество на 20-летней девочке, А, да? которая ему дочери годится. Ну, они же долго не встречаются, они увидел и сразу женятся, Ну, они же так делают. тогда уж по всем правилам он не должен меня видеть, должен общаться со мной через брата моего. А, да? Да, если Нифига уж так себе. пошло-поехало. Господи. А тут вообще ты знаешь, что муллалар, да, Уфеля, у некоторых по 2-3 жены. Ну, ты бы хотела быть, допустим, Я третьей ни за женой? что в жизни нет. Почему? Нет. Если даже первый и после меня кого-то возьмут, нет. А если любовь? Что любовь? У него любовь? У тебя любовь. У Ну, меня возьмешь любовь. и влюбишься, говорит, сумасшедшей любовью, страстный мулла. Як? Ну, откуда ты знаешь? Ты же не знаешь. А вдруг вот эта любовь же зла на самом деле. Возьмешь и влюбишься, и все, Это, пипец. знаете, было бы взять и влюбиться в 15 лет можно было, 20 лет можно было. В 25, когда ты уже имеешь понимание того, что ты хочешь от жизни. Нет, а Тоже зря. В прошлый раз, короче, я с одним врачом разговаривала. Так вот, этот врач мне говорит, прикинь, это я никогда, говорит, эта женщина не подумала, говорит, что в 40 лет, говорит, я могу влюбиться прямо так страстно, до сумасшествия, говорит, полюбить человека. В молодого влюбилась. Нет своего возраста. И он, говорит, тоже не ожидал от себя. У нас, говорит, так вспыхнули чувства, говорит, что мы, говорит, голову потеряли, говорит, в 40 лет. Я очень сильно боюсь, что тоже вот так вот может быть со мной. Аллахмахтан, я не хочу испытывать такие чувства. Сейчас у меня полная свобода. Это очень круто, эйфория. Я прям очень счастлива. А как счастлив Альберт? Да, а как счастлив Альберт? Это уже другая история. Вот так вот, Дуфтар, если к вам приставали тоже в мечети, можете свою историю рассказать. Ну, это же Мне было бы вообще- интересно узнать, в какой мечети, интересно, это происходит. Надеюсь, что после этих сторис меня не перестанут пускать. Мечеть Тарга. Да, мы это надеемся, и что не будет никаких угроз поступать. Да, кстати, Да, ты знаешь мою историю, да? Слышала, видела? то, что вам угрожали? Да. Вот что получилось, друзья. Вот такие вот котлетки получились, друзья. Очень сочненькие должны быть. Сейчас девчонки попробуют. Я когда вытрагаю. На гарнир будет булгур и овощи у нас. Ты пока, блин, уроки проводила, тут полиция приходила. Реально? Я сама в шоке была. На меня подали в суд этот из-за чебурека. Какого чебурека? Вот так вот из-за чебурека. Вот полиция приехала разбираться, почему я сказала, что чебуреки из вареного мяса. Это правда вообще-то! Тебе смешно, мне страшно было. Прикинь, я вот так вот через решетку смотрю, бобики еду, меня арестовали из-за чебурек. Я представляю, как серьезные дядьки садятся. Почему вы сказали, что чебурек сделан из вареного мяса? Дайте показания. Ну так и было вообще-то. А Мируша такая, может вам кофе? У нас очень вкусный кофе. Я хотела его умаслить, чтобы меня не закрыли в каталажку из-за чебурек. Сейчас я на повеке увижу, что ты сказала, что чебурек из вареного мяса. Карина, тебе сколько котлет? И сколько, чуть не сказала, чебурек? Можно, пожалуйста, нисколько? Сколько булгура? На, смотри, а то толком уже. Спасибо. Женя, Я? купну. Ну что, мы давай, толктугам? Еще? И Саша, тут чтобы. А что мои вкусные котлетки? Это тебе не чебуреки из вареного мяса. Эй, дегустация! Котлет! Папа говорил, котлет острый, аж пошел. Папа говорила. Папа говорил, Карина. Очень вкусно, точно. Да, очень вкусный котлет. Вот заметили, с брокколи сочный почему-то получается. Это же я тебе этот рецепт сказала. Не знаю.
Нет, мне вот интересно, почему брокколи они получаются такие сочные. А я думаю, что за незнакомый голос какой-то. Английский, китайский оқып отырғанда без мамы можешь остаться, а он мақтанды вот. Господи. Какой позор. Вот второй штраф. Вот каждый раз по 1000 рублей платить. Вот опять штраф пришел, опять Кирилловна. Кириллова не мечтаған. Сен білмеймін десең, ертең неге дейсің? Фитнес-клубқа. Там 40 лира знак вообще-то. Ша өтіп кетамын. Сейчас будете питаться, сен больше 40 ехал, 40, сен 80 ехал, 40 не ехал. Ты можешь 50 чем-то только ехать. Қуаран үйлеріне. Ладно. Ладно, Тим. Работаем даже ночью. Мы сейчас поехали с Миляшой поснимать вайны. Мы, короче, поехали в наш местный деревенский магазин. Ни в пятерочку, ничего. Кстати, у нас в деревне 2 магазина. 1 пятерочка и 1 монетка. Представляете, мы в деревне 2 супермаркета. И еще 1 деревенский маленький магазинчик. Мы как раз таки туда едем и будем снимать вайн. Этот вайн, конечно, все уже отсняли давным-давно. Но я, как всегда, отстаю от всех. Вот. С пакетами. Ауылдарса киініп алдық. Здрасте. А где Люся? Завтра придет? Блин, я ей сказала, мы с ней Вань будем снимать в магазине, она сказала, приходи. Как завтра? Блин, что она меня обманула, что ли, я пошли, Люся? Остагфирулла. Крал так все. Меня кинула, Люся. Но если она не приедет, можно я быстренько сниму Вань, девчонки? Ну, без вас, ладно. Мне только фон магазина нужен, и все. Ладно? Қара трубканы алмай, а? Вот алдақсы. Приходи, говорит. Алло, Алекс? Абонент сейчас не может ответить. Да. Видите, у меня блат есть в магазине. Мне разрешают даже заходить и даже дают этот свой фартук. Спасибо. Что, на голову ничего вы не одеваете, что ли? Нет. Чепчики? Какие нахрен чепчики? Куда сбежали? Сейчас ограблю я вашу кассу. За кассу не боитесь, что ли? Куда все побежали, бля? Сейчас Рустик придет, блин. А тут я стою, хозяин магазина. Что вам продать, девочки? Алкоголь не продаю. Даже не спрашивайте. Ишь ты, чего захотели? Алкоголь спрашивают. Шучу, конечно, никто не спрашивает. Сладкое тоже. Зубы будут портиться. Знаете, сколько стоматологи стоят? Хлеб тоже от него толстеет. Потом замучаетесь нутрициологом работать. А, что смешное? А вон банная это. И чё я, как этот вот стоять, что ли? Продавец, банный, не Виктор. А вот это купить, что ли? Ладно, я куплю, Анжела, не переживай. Вот так нормально? Ты же ее не порвешь? Я куплю, ты чё? Смешно? Смешно. Да? Да. Смешно, да? Давай. О, здрасте. Здравствуйте. Это же вы наш долг пили. Я не должна. Это я просто похудела. В пятерочку идите, чего вы здесь закупаетесь? Шучу, шучу, Анжела. Шучу. Туда ходите, молодцы. Надо, как там его, поддерживать местного предпринимателя. Правильно делаете. Вы же наши местные девчонки, дорогинские. Все, да, Анжела? Да. Все, давай.